Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Борис» о самозанятых людях, которые нашли свое дело и успешно в нем развиваются. Герой нашей сегодняшней передачи Евгений Атласов, который является личным тренером тамадо и стендап-артистом. Мы застали Евгения за тренировкой. Евгений, добрый день! Здравствуйте. Это, как мы поняли, твоя основная работа. Да. Расскажи, пожалуйста, когда ты стал личным тренером? Ну, правильно сказали, фитнес-тренер, но это все тоже фитнес, да, и вот там, так сказать, есть личные тренеры, да, я стал в 2017 году, вот, я отучился в Москве, в колледже фитнеса и бодибилдинга, и вот работаю уже тренером уже сколько, в течение 8 лет, уже так. Уже 8 лет. Да, уже 8 лет. Это уже получается не просто как работа, а уже как образ жизни получается твой, наверное. Ну, если честно, да, у меня спорт, он как бы с детства со мной был. Вот, я всегда занимался, оно мне было близко, и в тренажерный зал тоже и до этого ходил, и что-то там знал, да. То есть, и когда я вот поехал учиться, у меня уже были какие-то знания. Тоже их там улучшал, дополнял, вот, и стал работать с людьми, вот, помогать им тоже постигать это все, да. Вот. А это все с чего было? Ну, я родился в 90-х годах, да, и тогда были популярные фильмы со Шварценеггером, со Сталлоне. с Ван Даммом, и я видел, вот это настоящие мужики. Я Хочу быть как они. Я должен выглядеть как он, да, и у меня все будет круто. И это было основным, так сказать, посылом, куда я пошел вот в зал, да, тренироваться. Кстати, вот тогда отметили, что как стендап-артист, да, комик, это вот тоже один из моих шуток было, кстати, про жизнь в качалке, так скажем. Я тоже это использовал. Ну, конечно, это вдохновляет. Да, и вот тогда тоже сказали ведущим, да, кстати, мне повезло, что у нас есть еще спортивные мероприятия. Мне очень нравится их вести, особенно здесь у нас в зале. Руководители, да, вот, нашего зала, они проводили открытый турнир по становой тяге, где у нас в Якутии такого призового фонда не было. Первый призовой фонд был 400 тысяч, второй призовой фонд был 1 миллион. Вот. Это даже вот, в центральных городах России не так часто это делают, а здесь это делают наши сильнейшие спортсмены все приезжали. Большое такое мероприятие было, да? Да, и тоже с Игорь Тугрина тоже наши силачи тоже были, это было очень супер. И мне очень нравится такое вести, потому что я как бы фитнес-тренер, Понятно. как бы в это, и плюс еще я ведущий, и я как бы два в одном сложил. Да? И вот, и у меня это как-то очень хорошо получалось вести. Да, вот, когда еще ездили в Алдан, там тоже сделали 23 февраля, там силач-шоу, и вот там мы тоже работали. Ну, то есть много что, да. А еще день рождения тоже фитнес-клуба просили проводить, и там вот творческая работа, мозг сразу выдавал кучу-кучу идей. Давай это сделаем, давай вот это я там программу писал, и приходили и работали тоже. Что очень помогало мне тоже, когда вот, ну, как бы два опыта соединились, как бы два в одном. Это вот, я считаю, тогда, ну, очень хорошо, когда такие заказы приходят. А сколько у тебя сейчас получается клиентов? Как ты работаешь? Ну, сейчас у меня так, от 7 до 10 клиентов, да. Сейчас вот у нас пока немножко идет такой вот момент жизни, когда люди болеют часто много, да. Сейчас вот пока еще подсократилось, да. Так помню времена, где у меня там было и 20 клиентов, и 25 там, да. Я из зала с 7 утра там до 10 вечера не вылезаю. Я здесь жил, да. Да, это же... Как это вообще распределять? Как? Ну вот так вот. Сложно же. Одного проводил, он Сразу второй. И другой пришел. Здравствуйте. Даже бывало, я с людьми Это столько энергии нужно. Потому что я забывал, я поздоровался или не, вы что, да, ой, извините. Это так энергозатратно, Это наверное. очень, да, энергозатратно, да, вот поэтому сейчас я подсократил это, да. Ну и плюс еще вот новая деятельность, она что-то освежает, да, вот, так скажем, вот. Ведущим я 1,5 года работаю, да. Стендап-артистом это
больше полугода. Вот. Ну, это больше как для души, денег там не так много, но можно выиграть. Там проводятся Турниры какие-то? что-то вроде турниров, да, где комики собираются, и самый лучший побеждает приз. Да. Ага. А вот если об этой деятельности еще поговорить, то как ты вообще подбираешь индивидуальный план тренировок? Как ты вот работаешь со своими Обязательно, клиентами? да, нужно делать вот так вот. Когда человек обращается, он пишет, В самом здравствуйте, да, начале, хочу да. тренироваться, да, окей. Всегда нужно спросить, а какая у вас цель, что вы хотите достичь, да? Человек начинает говорить. И самое главное, нужно чуть побольше разобрать цель. Бывает, человек говорит, там, ну, хочу похудеть. А вот, хорошо, а на сколько вы хотите похудеть? Для чего? Вплоть до того, да? Похудеть, да, зачем вам это нужно, да? Что бывает людей по-разному. Кто-то говорит, там, я хочу подготовиться к пляжному сезону, там, хочу одеть платье, либо у меня там уже болят суставы, да, из-за того, что больше вес. Мне врач сказал, пора вам заняться собой, да? То есть разные вот бывают цели. Самое главное определить цель и ее кристаллизировать там. Для начала, сколько вы хотите там. Там бывает человек пока не знает, просто говорит, ну, давайте для начала там за какой-то период времени там похудеем, допустим, на 5 килограмм, на 7 килограмм, на 8, да. И вот у нас есть четкая цель, нам нужно, чтобы на весах было минус 7 килограмм. И мы работаем вот. Потом человек приходит, я его первая тренировка, я его тестирую на разных упражнениях, смотрю его физические кондиции сейчас, которые у него сейчас находятся. Ага. И исходя из них уже прорабатываю план. Потому что нужно тренироваться потихонечку. Желательно, чтобы у него после первой тренировки ничего не болело. Бывает же после тренировок мышцы Я болят. думаю, это обязательно. Ну вот, это вот в идеале, желательно так, потому что надо, чтобы у человека еще, так сказать, тренировать его желание ходить в зал. Поэтому если человек придет в зал, и ты его хорошенечко нагрузишь, у него Это потом всё оттолкнет. будет ужасно болеть неделю, да? Он потом не захочет пойти в зал, он будет уже, а может, зачем, я же до этого и так хорошо жил, ел там свои печенюшки, там, не знаю, что-то это, ну, что он там ест, да? Вот. Нормально же жили, зачем нам это? У нас мозг же такой, он пытается наш экономить, беречь себя, да, и вот, а здесь как бы своего рода ты двигаешь, это стресс, да, вот, и надо этот стресс, чтобы он принял и пережил вот так вот аккуратненько, желательно с хорошими эмоциями, это все то, А что не у нас- в омут с головой, да? Да, в омут с головой не надо, нужно вот так вот аккуратненько, и надо, чтобы это в подсознании закрепилось как что-то хорошее, и развивать это. А если это делать постоянно, тебе будет всегда тяжело, тебе будет всегда больно, ужасно, еще тебе нельзя там ничего есть, там, и то человек говорит, ну зачем мне это надо, я не буду туда ходить. Это- вот так делать не надо, надо наоборот, вот так аккуратненько, также и с питанием тоже, внедрять ее тоже аккуратно. Там, давай вот, ты вот то, что ты ешь, что-то мы вот уберем чуть-чуть, здесь же у тебя сил хватит. Корректируешь, получается, питание. Да, а что-то вот это добавим. И так по чуть-чуть, а не так резко там, хоп, убираем, да? Если только есть люди, так сказать, с экстренной целью, это которые там, мне нужно срочно похудеть за 1 месяц, сколько-то там будет свадьба или еще что-то. Делай со мной все, что хочешь. Точно? Вы уверены? Да. Ну все, так, тогда уже человеку Жестче будет. уже будет жестче, да. Как бы, ну, сами же пришли с таким запросом, да, так Понятно, скажем. Да. А если понятно. нет, то по-умному это, конечно, вот так делать, аккуратненько, чтобы человек, желательно, чтобы он уже сам, ну что, когда в зал? Мне нравится ходить в зал, да? И вот здесь в зале, что у нас... Ловил кайф. Да, хорошо, то, что у нас коллектив хороший, дружный, здесь стараются создавать атмосферу, чтобы человеку хотелось обратно возвращаться. Чтобы это был поход как бы в досуг. То есть человек отдыхать сюда ходит. Хотя на самом деле он здесь вот занят делом. Получается, а разгрузка у тебя вот именно как ведущий и как стендап-артист, это у тебя как разгрузка от этих будней. Да, вот с какой-то поры. Сейчас уже. да. Потому Сейчас что уже- это очень сложно, вот все это вот учитывать, все Да, это особенно подбирать. Вначале, когда двигаешься на энергии энтузиазма, на самом деле, да, ты не замечаешь вот эти, либо что-то минусы, да, ты меньше всего на них обращаешь внимание. Но когда проходит время, у тебя набирается опыт, когда, так скажем, тоже вот, глаза уже лучше видят все, ты уже видишь где-то вот эти минусы и плюсы, да, где-то там, где-то что-то энергозатратно, да, как вот, когда я работал ведущим, тоже бывали моменты, когда, ну, где-то какое-то мероприятие идет легко,
а какое-то мероприятие идет с трудом. Вот, да, и тоже вот бывает там тоже ты где-то вот прямо заряженный заканчиваешь, а где-то ты вот такой уставший, да, Понятно. прямо. Тоже вот здесь. Это везде так на самом деле. Просто если тебе что-то нравится, да, то ты как-то больше обращаешь на плюсы. Да. Ну и просто, как сказать, может быть, что-то в жизни еще у людей будет меняться, кто-то профессии меняет, кто-то вот еще что-то, да. Главное, чтобы оно нравилось, да, вот, как бы в основе, а потом уже. Ага. Ну и немножко, может, пользуясь случаем, например, ну, наверное, все девушки поймут, скоро Новый год, тоже хочется, наверное, быть немножко красивым. Какие не банальные советы ты бы мог дать? Вот, Не банальные советы, вот смотрите, не банальный совет, все-таки Новый год, это же праздник, да? Хотите быть красивыми, суперсильными, да? Тут смотря какая степень тоже. Кто-то уже, там, ему ей чуть-чуть осталось, да? Ей просто поднажать надо, так скажем, да? То есть лишнего себе не это. Но Не просто позволять. самое главное, разрешите себе погулять потом. Но имеется в виду, у нас Новый год связан с большим вкусным столом, да? Вот, и когда он у вас будет, там уже забудьте про вот эти там, мне там нужно что-то держать, там какие-то угрызения совести, да? Дайте себе так, полноценный отдых, кушайте, да? И вот не банальный совет, чтобы это было все слаще, да, можете вот с этого момента, так сказать, поддержать себя такую дисциплину, так сказать, вот, в кавычках, вот эту вот всю неправильную еду убрать, там, вот это вот сладкое, да, так, газированное, так скажем, да, вот это вот убираете, да, вот, и как бы держитесь, на Новый год, вот, все, что вы едите вкусно, оно еще в 2-3 раза вкуснее станет. Да, и потом уже так походите сколько-то там времени, там сколько недели длится, ну, у кого как, да, кайфанете все это, да, все это время. Кайфанете с двух вещей. От еды, то, что она стала намного вкуснее, да? И кайфанете от того, что вы продержались. Евгений, расскажи, пожалуйста, о своем клиенте. Вот над чем вы сейчас работаете? Мы сейчас работаем, так сказать, по программе Full Body. Full Body – это все тело, да, то есть нам нужно укрепить тело, все, да, добавить выносливости, силы, да, и чуть-чуть Общий мышечная тонус масса. вообще вот это, да? Да, общий тонус, вот, в целом, да. Потому что вначале, когда мы начинали, там, с трудом 3-4 раза подтягивался, да, потом мы до 15 дошли, до 20, да. Начинали с одного, получается, А даже с одного. до 30 дошли, смело. Разница очевидная, да? Без меня. А сколько уже занимаетесь? Так, ну у нас был очень длинный перерыв, да? А так уже 3 года почти. И так вот с перерывами, вот. Но это, в принципе, хорошо, потому что самое главное то, что привычка выработалась, тренироваться, да? Вот, он пользуется знаниями, то есть мне не надо стоять постоянно рядом с ним. То есть вот, когда надо, он мне обращается, так он сам уже тренируется. Вот это вот моя цель. А как ты бы описал вот занятия с Евгением? Что это тебе вот дает? Ну тут, когда выбираешь тренера, выбираешь не только этот, как он здоровый, накачанный. Выбираешь прежде всего харизматичного человека, которому будет интересно проводить время, который не только тебе, ну, покажет механическое, там, этот, правильное, ну, правильный вид упражнения. Он просто интересно провести время, там, посмеяться, там, потренироваться. Всем нужен, рекомендую очень тренера к себе. Это, получается, имеет значение вот отношение тренера с... Да. Мне первый раз вообще попался тренер. Знаете, такой грубый, да, он жестко так повздорили еще с ним. Я думаю, ничего себе. Как так? Даже захотелось бросить, наверное. Не то, что бросить, я походил в этот абонемент, в этот зал, просто зал поменял еще. Ну вот это, да, есть такое. Работа со смыслами тоже важно. Зачем это все делать, что это дает. Да. Ну и, конечно, чтобы человеку уже нужно, чтобы это ему понравилось. На силе воли вот так вот грызть землю так далеко не уедешь. Там дисциплина, да. Это все понятно, но оно имеет конечный результат. А когда человек хочет и через «хочу» это делать, у него вот уже нравится. Ну и, конечно, на равных, конечно, Хорошо. разговаривать. А расскажи, пожалуйста, как вот начал свой путь именно как самозанятый, вот как, ну, сам себе получается?
Ну, в общем, я долгое время работал тренером, да. Потом как-то так в жизни случилось, что я стал работать ведущим, чего я сам, честно говоря, не ожидал. Вот. И вот как раз-таки самозанятым я вот стал, когда вот именно стал ведущим, потому что там это нужно делать, ну, потому что договариваться с организациями и так далее, да. Вот. Ну и потом уже, чуть позже уже стал стендапером, комиком. Называйте, как вам нравится, да. Вот. Из этого обилия какой ты сейчас считаешь как основной, от чего ты больше кайф ловишь сейчас? Ну, честно говоря, я уже 8 лет работаю тренером. Ага, я очень долгое время работал тренером, да. И сейчас вот, потому что сейчас для меня быть ведущим — это что-то новое. Конечно, тут уже энтузиазм, да, что-то новое. Всегда, когда что-то новое изучаешь, что очень интересно. Поэтому сейчас это больше вот от этого больше, так сказать, получаю удовольствие, да. А тренером это уже как бы оно просто само есть, как бы уже вшилось, да, вовнутрь. Вот, и оно как-то идет в сопровождении моей жизни, так скажем, да. И стендап-артистом тоже для меня это новое. И честно скажу, что смешить людей, оказывается, нелегкое занятие, потому что я занимаюсь не так долго. И вот полгода, так сказать, двигался на энтузиазме, потом, в кавычках, скажем, снял розовые очки чуть-чуть и понял, оказывается, это тоже труд. Тоже надо этому уделять время. Столько увлечений, столько работы. Как ты вот недельный свой график распределяешь? Как расщепляешься? Ну, как сказать, это... Они в основном как бы творческие профессии, да, но тут как бы сочетается эти сочетаемые, да, конечно, у нас фитнес и тренировка связано больше, должно быть, чтобы все запланировано было, да, ведь, чтобы в одно и то же время, тут дисциплина, да, а творчество, оно как бы немножко, ты отходишь от этого чуть подальше, да, вот, и поэтому в целом то, что вот связано с ведущим и с, так скажем, с комической деятельностью, это уже, так сказать, в свободное время, в любое время, даже перед сном это можешь делать, да, что-то вот такое, да, когда вдохновение приходит или вот это, как тебе удобно. А вот с тренерской деятельностью там уже все надо больше планировать. Вот. Поэтому спокойненько как бы к этому относишься, да. А вот ведущим быть, для меня это что-то новое, там очень много неопределенности. Быть стендапером то же самое, там даже чуть больше. Иногда бывает, ты пишешь, какой я шедевр написал сейчас, я там людям, там у них у всех животы болеть будут от смеха, да. Приходишь, а там абсолютно обратный эффект. Тебя берут и приземляют, так скажем. И это вот немножко трудно бывает, особенно когда, ну, вот как ты же ведь, творчество это же все-таки немножко как-то больше к детству относится, то есть это твой внутренний ребенок, да? А внутренний ребенок, если там что-то происходит, либо его не принимает, он же очень сильно бывает обижается, да? Поэтому здесь вот что-то похожее. Я же для вас писал, тут что-то делал, выступая, вы это не оценили. Поэтому, да, здесь вот такое бывает. Это надо как-то преодолеть. Это тоже, да, оно как бы... Ну, конечно, если ты много-много-много это делаешь, то уже как-то более-менее нормально тоже становится, да. Так сказать, твоя кожа становится чуть толще, так скажем. До такой степени был закомплексован, что у меня был страх, прямо реально, я боялся подойти, спросить у человека на улице, сколько время, да, и я боялся, что на меня нападет страшный зверь, и прямо там же растерзает и убьет меня. Это вот представьте, какие были уровень комплекса, да, поэтому, ребята, если вы думаете... Нужно тебе провести мастер-класс, как избавиться от страхов. Ну, что-то такое чуть-чуть было, вот, когда после «Мистера Якутия» меня приглашали на разные эти там, для наших пацанов, вот сейчас будет «Мистер», что им и как делать, я им такие советы давал тоже. Выход из зоны комфорта. Да, выход из зоны. Поэтому, ребята, если получилось у меня стать ведущим с такими комплексами, у вас точно получится. Ну, ты еще дальше пошел. Ты стал сейчас стендап-артистом. О, да. У нас все качки — это самовлюбленные нарциссы, которые постоянно смотрятся в зеркало. Похлопайте, кто так думает. Так. Ну-ка, видели, да? Нет? Ну я так думаю, да? Мне нравится так думать. А вы видели? Ага. Как вот туда тебя занесло? Во-первых, я не знал, что у нас здесь есть стендап. Я думал, у нас только возят, а у нас он есть, оказывается. Меня привела туда подруга. Вот у нас здесь стендап есть, квартирники делают, какие еще, ну, открытые микрофоны, там все выступают, и любой может выступать. Серьезно? Ну да, пойдем посмотрим. Мы пришли,
сидим, смотрим, и там реально выступают наши местные. У нас что ли есть, что ли, да? А она-то меня давно знает, она знает, что я люблю шутить, а давай ты попробуешь, попробуй. Такой, ну не знаю, для меня это было как-то еще больше страшно на самом деле. Я 10 месяцев, почти целый год я созревал, я думал об этом. Потом я созрел, говорю, они говорят, давай там выступаем, мы тебя придем, поддержим, все будет супер. А я придумал монолог, все, я собрал людей, я такой, фух, надо. А у меня там, ну, как вот, я же рассказал про комплекс, про страшного зверя. Так у меня там что-то тоже похоже, что мне мозг выдавал такой, что меня там яйцами закидают, скажут, пошел вон. Отставят, да? Да, вот такое было. И я такой, блин, я так мучился с этим. А потом, а давай я превращу это в часть монолога. И я вышел, вот это начал рассказывать. Так, это мое первое выступление. Во-первых, давайте я расскажу, что там мне мозг выдал. Я начал все это рассказывать, что там сверчки будут свечать, да, у них там целый оркестр будет, да, там перекати поле зимой, приедет туда ко мне специально, да, что там я услышу, как ногти будут расти у людей, да, до такой степени будет тихо, да, вот так. Но потом я рассказал вот про вот то, что вот погоду нашу, да, меня это так сильно задело, что вот, ну, тоже приходите, услышите полностью, вот петербуржцы, да, питерцы любят постоянно говорить, наверное, встречались с этим, что вот наши минус 15 градусов холоднее, чем ваши минус 50 градусов. Нет, ну это же, ну это же смешно, там 35 градусов разницы, с чего вы взяли? Да? Это все равно, что вот у нас здесь минус 50, на Луне вообще минус 130, тоже в 3 раза разница. Все равно, что мы будем говорить, а ну у нас наш минус 50 градусов холоднее, чем ваши минус 130, да? И вообще у нас тут можно подскользнуться, упасть, ногу сломать, а у вас там атмосферы нет и гравитации нет, вообще вы там ничего не сломать, у вас там вообще easy life, короче, да, вот так. То же самое, я говорю, так что давайте заканчивайте свою фигню, да? Вот с этим. Что это за вот вселенная, получается, как там пишутся шутки, что залетает, вот, как изнанка, как сказать? Залетает. Кто туда вообще может себя найти? Самое интересное, то там могут себя найти травмированные люди. Потому что людям всегда интересно слышать про какие-то боли внутренние, душевные. Особенно если человек это смешно рассказывает, а у нас же, как бы сказать, у всех есть свои куча травм, да? То у людей это, если очень сильно резонирует, они прям вообще, да, прям вот так вот делают. Ну, как я не говорю, что прямо все комики такие, да, но вот либо что-то вот тренды какие-то, что вот на слуху, да, вот это можно тоже брать, да, вот, либо то, что тебя очень сильно беспокоит, колышет, да, искренне, не так, что там меня там что-то случилось, и я типа про это рассказываю, а на самом деле мне на это пофигу абсолютно, да, это особо не будет залетать. Вот мне вот это вот реально раздражало, вот реально, минус 15-50, вы издеваетесь, что ли? Мы тут люди получают ожоги от того, что холодно. То есть у нас есть обморожение, и можно получить ожоги, да, до такой степени здесь холодно. А у них этого нет, и они, вот нас здесь это самое. Меня это так сильно бесило, я так много написал, и когда я людям это давал, им было смешно, да. Вот. А стендап у нас получается, насколько часто у нас бывает стендап-вечера, и как это вот зарабатывается, как это происходит? Смотрите, у нас, конечно, стараются делать каждую неделю, но мы хотим делать это пораньше. То есть не пораньше, а побольше, там, 2 раза в неделю, желательно в 3. Потому что, оказывается, я понял то, что вот, оказывается, смешить людей трудно. Для этого нужно работать над материалом. И бывает, над одной и той же шуткой нужно очень много, долго работать, чтобы сделать ее очень мощной, прямо очень глубоко надо заходить. Поверхностно это можно быстро сделать, да, но вот чтобы глубже, это нужно время. И для этого нужно больше ее пробовать. Потому что ты в голове думаешь, о, это смешно, вышел, рассказывает, а никому не смешно, оказывается. Для этого нужно побольше. И не подгадаешь. Да, в разных местах, да, нужно это пробовать, да. И тогда ты вытачиваешь, вот. А для этого нужно еще больше вот открытых микрофонов. Открытый микрофон — это вот, где
комики проверяют шутки свои, и каждый желающий может выступить, кстати говоря. Можете выступить, да? И как можно заработать? У нас здесь очень хорошие здесь есть люди, которые стараются привозить сюда комиков. Вот, наших из СНГ, из Москвы, из Питера, да, известных комиков. И, конечно же, там, перед тем, как выйдет главный герой, главный комик, нужны комики на разогреве. Вот, то есть наши комики, они приглашаются на разогрев. Вот, и еще тоже как ведущими. И там тоже могут, так сказать, отстегнуть деньжат. Плюс еще у нас проводится здесь денежные микрофоны, Money Mag называется, где есть призовой фонд определенный, где люди борются за деньги, так скажем. Самый лучший комик, его выбирает зал, он побеждает деньги. То есть можно так еще. Либо куда-то еще могут пригласить с каким-то выступлением, либо вот еще на открытых микрофонах. Мы стараемся всегда делать, чтобы было очень круто. И в конце, короче, вот у нас здесь ведро, там, если, как вы нас оцените, да, типа, сколько денег вы нам дадите, типа, вот столько. Да, вот как-то вот так вот. Ну и там кто-то там что-то там даст, короче, вот так скажем, да, вот, и вот так вот. И мы это тоже стараемся там тратить там на афиши, рекламу, ну, то есть как-то что-то вот. На развитие. Да, на развитие мы вот так. Поэтому, да, будет хорошо, если у нас, конечно, стендап будет развит таким образом, что там будет еще больше денег, но надеемся на это, будем это делать. Понятно. Ну и на передаче уже, наверное, подходит к концу, и хочется какие-то планы твои услышать. У тебя вот только разносторонние интересы. Какие у тебя еще планы на будущее? Планы на будущее? Заработать кучу денег. Там, наверное, все хотят, да? Желательно не работать, и чтобы деньги были. Какие-то свои проекты хотелось бы сделать, да? Вот это вот бы хотелось бы сделать. И, конечно же, чтобы стендап тоже хочу очень хорошо выступать, уметь это. Все-таки писать шутки – это тоже умение. Да, конечно. Тоже вот, конечно, вот челлендж свой делать. Челлендж – это я люблю себе вызовы разные делать. Там, например, по фитнесу там мне надо было за 30 дней, чтобы я 100 раз отжимался, либо на одной руке там по 30-40 раз делал, или еще что-то. Сейчас вот челлендж хочется за год 100 заказов сделать, да? Вот, и выступить тоже. Пока я еще не выиграл ни разу на денежном микрофоне, хочу там выиграть. Вот. Ну и, конечно же, хотелось бы что-то такое открыть, какое-то шоу в интернете, чтобы людям было интересно это смотреть, развлекательное. Вот у меня вот такое есть, но из головы никак не уходит, когда-нибудь это случится. Спасибо тебе большое, Евгений, за общение, за то, что рассказал столько интересного. Пусть все твои вот планы все воплотятся, пусть обязательно 100 заказов будет, обязательно выиграешь минимум. Спасибо, спасибо. И удачи тебе, и развития постоянного, удачи во всем. На этом наша передача подходит к концу. Увидимся в следующем эфире. До встречи!